Ингушский Оскар, Назрановский Берлинейл, Кавказские Каны. Какие только названия не давали энтузиасты самому главному кинособытию республики. И все же единственный и неповторимый международный кинофестиваль «Золотая башня» открыл свои двери для всех ценителей кино. Это по-настоящему значимое культурное событие с каждым годом набирает все большие обороты. И если в 2014 году это была лишь попытка развития киноиндустрии в регионе, то сейчас «Золотая башня» уверенно встала в один ряд с такими гигантами, как Московский международный кинофестиваль, Мультивидение, Арт-кино, Начало и многими другими. Об этом говорит не только количество и география стран-участников, но и список гостей, в котором числятся звезды отечественного кинематографа и известные киноделы страны. Отметим еще состав жюри, чей опыт и заслуги в сфере абсолютно неоспоримы, и получаем самый крупный, интересный и престижный кинофестиваль Северокавказского федерального округа. С какой радостью гости к нам едут. Сегодня мы знаем, что к нам приехал Юрий Чернов, Ирина Шведова, Гостюхин, дальнебойщик главной страны. Также у нас очень много именитых и российских, советских актеров, которые известны не только в России, но и на весь мир. Прохождение вот такого фестиваля – это знаменательное событие для нас и большое достижение для республики. В конкурсной программе фестиваля заявлены фильмы как из России, так и зарубежные картины. Так, например, свои работы будут представлять представители Грузии, Украины, Турции, Германии, Венгрии, Китая и Таиланда. Кинопоказы начнутся сегодня же и будут проходить в кинотеатрах «Дружба» и «Киностар» города Назрань. Уже к 4-му фестивалю мы сегодня имеем более 50 работ. Если в предыдущие годы мы принимали заявки на каждый заявленный фильм, естественно, мы отсматривали его, практически допускали. А вот сейчас мы это все делаем на конкурсной основе. То есть предварительный отбор проходит очень жестко. За 4 года Министерству культуры и архивного дела Республики Ингушетия удалось сделать практически невозможное – создать и укрепить крупный кинофестиваль в регионе, где кинематограф как вид искусства в широком понимании попросту отсутствовал. Это подтверждают и гости фестиваля, отмечая, что «Золотая башня» вышла на уровень самых престижных киноплощадок страны и с каждым годом становится все лучше. Замечательно, что в Ингушетии, в общем, появился вот такой фестиваль кино, что интерес к тому жанру, которому я посвятил всю свою жизнь, кино, возникает в Ингушетии. Ну, у вас все молодое, все юное, все и в то же время связано с традицией национальной вашей. И это замечательно. Счастливые дороги вашему кинофестивалю. Поэтому пускай он расцветает, пускай сюда съезжается как можно больше кинематографистов, и он становится все ярче, ярче и ярче. Фестиваль продлится 3 дня, и уже 28 октября будут известны имена тех, кто везет с собой вот такие вот прекрасные награды. Всем остальным придется довольствоваться хорошими воспоминаниями, фотографиями на фоне Ингушских гор и жирными следами от чапельков. Да победит сильнейший, смотрите хорошее кино. Абдулмалик Белкани, Исмаил Сагов, Наиб Цичоев, Вести, Ингушетия.